Здравствуйте всем, кто смотрит телеканал «Интеграл». Программа ДВН. Сегодня хотит познакомить вас с одним закрытым учреждением в нашем городе. Вот мы находимся в центре города. Возможно, многие из вас даже не знают, что здесь приемник-распределитель для несовершеннолетних. Буквально несколько метров от меня вот здесь горисполком расположен. В самом центре нашего города есть такое заведение. А что находится за этими дверями, мы сейчас попытаемся вам рассказать и показать. Когда нас заводят сюда, здесь на этом столе оформляют о нас документы, описывают нас, затем раздевают, и мы идем в сам блок, там мы моемся. Вещи рассматривают, записывают. Потом помещают нас в камеры. Вот ты хозяйка вот этой комнаты, да? Будем говорить, твоя комната. Ты здесь вот находишься, сама следишь за порядком, да? Да. Скажи, а вот ребята, которые здесь вот раньше находились, ты с кем-нибудь знакома? Вот в городе встречаешься? Да, встречаюсь. А в колонию многие попали из них? Ну да, вот при мне вот уехала Юля Росанова. Вот отсюда она здесь была? Ну, вместе мы с ней сидели, да. И еще. И она уже там, да? Ну да, она уже отправляют в Якутск, а с Якутска по месту назначения. Куда А тебе вот такое грозит? Да, я уже сижу 50 суток, у меня еще 10. Уже 50 суток сидишь? Еще 10? Я 53. 53-е? То есть вы уже ветераны. Угу. Скажите, вас здесь так вот откровенно никто не бьет, не обижает? Нет. То есть отношение к вам самое нормальное? Нормально. Да? Хорошие отношения здесь. Хорошее. А вот я разговариваю с вами, у вас вот какая-то гордость такая есть, что вот вы, допустим, сидели в изоляторной комнате, что вот вы здесь 53 суток. Это что уже? Это вот какой-то ваш настрой? Вам это самим нравится уже как-то получается? Почему нравится? Надоедает очень. Ну вот вы выходите, отсюда вы выходите в город, допустим, к своим сверстникам. Ну, И они вам как? Как они к вам относятся? нормально. Они сразу начинают спрашивать, как здесь. Они, Да? некоторые ни разу не были здесь, начинают спрашивать, как Вы здесь. начинаете Рассказывать, что здесь, как. Ну все про правдиво рассказывать или Правдиво. как? По ушам проезжаете? Нет, почему правдиво? Все правдиво? Ну лучше бы здесь не бывать, да? Конечно, нет. А вот что для этого нужно, чтобы вы сюда не попадали? Вот скажи честно, что тебе нужно, чтобы тебя больше сюда никогда не привели? А тебе? Учиться, не лазить нигде, не по подвалам, не воровать ничего. Жить. Ну вот опять же, что тебе для того нужно, чтобы ты учился и не лазил по подвалам и не воровал? Слушаться просто. Родители. Родители? Да. Ну вот не всегда же с родителями находят общий язык. Нет, конечно. Они же, наверное, тоже иногда вас не понимают, иногда вы их не понимаете. Ну, в общем, учреждение это закрытого типа. Содержатся здесь у нас в основном несовершеннолетние правонарушители. Значит, совершившие, допустим, мелкие там преступления, за которые еще они не могут нести уголовную ответственность, помещаются сюда в основном на 15 суток, на 30. Могут срок продлить до 60 суток. Значит, в дальнейшем особо такие отличившиеся направляются в спецучилище или в спецшколу. Ну, а в основном возвращаются домой. Есть у нас еще сироты, которые беспризорные. Потом, значит, их отправляют или в интернат, или в детский дом устраивают. Вот. Это все наши нерюнгринские ребята или есть с района? Ну, в общем, у нас в основном здесь Нерюнгринский район, Чульман, Беркакит и Алдана доставляются. А как часто люди попадают к вам сюда повторно? Ну, очень часто. Некоторые бывают, Есть свой контингент. да, по 2-3 раза бывают. Ну вот, допустим, попал к вам человек, 15 суток он у вас здесь находится, вы так говорите, 15-30. Чем они здесь занимаются? Ну, вообще, в общем, у нас учреждение, где он должен, так сказать, отбыть, как будто свое наказание. Значит, вот на 15-30 суток у нас здесь все по режиму. Значит, на улицу они не выпускаются, свидания раз в неделю, только с родителями, друзья, товарищи посещать не могут. Значит, свои здесь правила у нас внутреннего распорядка. Ну, а дополнительно учебный процесс полностью здесь мы проводим с ними. Приходят преподаватели 6-й школы. И, в общем, воспитательного характера мероприятия. Фильмы показывают раз в неделю на профилактическую тему. Ну и воспитатель готовит, в общем, личный у него ежедневный план и общий план приемника у нас.
Скажите, вот находясь у вас, нас поразило такое вот несовместимые вещи. Вот игровые комнаты, спортзал, вот вы говорите, у вас существует тут аппаратура определенная. И вот эти решетки на дверях, эти... Ну, в общем-то, решетки на дверях, так как это учреждение у нас закрытого типа считается, правильно? Ну, а во-вторых, если ребенка поместить сюда на 30-60 суток и просто держать его в камере, можно ведь сойти с ума. Вот скажи, я вас спросил про эту дисциплинарную комнату. Там, наверное, довольно неприятно, страшно сидеть, нет? Конечно, сидят здесь по одному человеку только. Это вот как одиночка, да? Да, одиночка. На голых сетках. Да, голод, сетка. Ну, здесь вообще не полагается кровати. То есть на полу должны вы находиться? Ну да, ну потому что... Постель выдается. Ну, нам на ночь Это выдают самое, постель. На ночь На ночь выдают вам выдают постель, да. Да, а днем вы находитесь там. А днем, да, здесь никуда, еду сюда приносят, все, здесь А никуда не как кормят? выходишь. Ничего? Кормят хорошо. Кормят хорошо. Ну, Да. это хорошо. Скажите, пожалуйста, самые молодые, это сколько лет, которые к вам поступают? С 3 лет. С 3 лет? И вот как вы считаете, с 3 лет, если вам поступает ребенок, не слишком ли для него вот это давит на его молодую психику? Вот, допустим, я уже взрослый человек, и вот эти вот решетки, эти замки, они меня как-то, ну, мягко говоря, настораживают. Ну, А вот ребенок к этому как С относится? 3 лет у нас поступает заблудившиеся вот на улице, которые доставляются, пока не придут к ним родители, не установим родителей. Но для них у нас есть вот или в игровой комнате они могут, и есть у нас детская комната, отдельно, конечно. Но на окне там все равно решетка. А самые старшие ребята, это сколько лет? 18 лет. И потом вот дальнейшая судьба. Если, допустим, они попали к вам, ну, за какое-то правонарушение определенное, на них заводится уголовное дело, да? Нет. Нет? Значит, на них уголовное дело не заводится, просто здесь на него личное дело. Ну, как он здесь находился. Воспитатель, значит, пишет свои наблюдения о нем и дальнейшую, допустим, характеристику, куда его отправляют. Но если ему 18 лет, его же в спецучилище не отправляют, там до 18 лет только. А какая судьба тогда у него, если ему 18? Трудоустраиваем, значит, его. Пытаемся, допустим, устроить на работу, там поместить в общежитие. Вот у нас был такой недавно подросток. Трудоустроили его, в общежитие поместили с помощью вот комиссии по делам несовершеннолетних. Ребята, давайте вот с вами познакомимся. Тебя как зовут? Саша? Вера. Евгений. Самое молчаливое. Сергей. Сергей. Кто-нибудь здесь есть, кто уже по несколько раз здесь? Я. Ты, да? А скажи, вот почему ты сюда попадаешь? Дома не живу. Дома не живешь? А почему дома не живешь? А здесь лучше? Нормально. Нормально. По сравнению с тем, что дома, здесь нормально, да? Нет, почему дома лучше? Ну, а сюда зачем так попадаешь? Ты сама сюда приходишь или тебя приводят? Приводит. А где вот вас находит милиция в городе? Дома где? Дома забирают? Да. Вас родители сдают, что ли, сюда? Нет. А ну, почему? не имею, как они могут нас не отпустить? Ну, Не как вот приходит к вам домой приедут, милиция и забирает вас сюда. Да. А почему она забирает вас? Постановление есть. Постановление? От Какое горисполкома. Какое постановление? Постановление на срок. На 30 суток. А за что вот такое? Ну, что дома не живешь. Или в школу там находишь. Если не ходишь в школу, то всех забирают в изолятор. Не, почему не только? Ну, вот, допустим, Женю к нам доставили, потому что он отправлялся в спецучилище. Самовольно ушел оттуда. Сейчас, значит, решается вопрос в дальнейшем отправить его туда, потому что его и забрали сюда, поместили. Постановление на него есть. Жень, тебя отправляли в училище, да? Да. Ты не хочешь там учиться? А тебя все равно туда направляют. А где бы ты хотел сам учиться? Дома. В школе, да? А ты в школе хорошо учился? Ну, не сказать, что хорошо. Ну, не так уж плохо, да? Да. Ну вот если тебя отправят сейчас еще раз в училище, ты все равно сбежишь? Нет, уже не буду сбегать. Уже решил, все, смирился? А сколько тебе сейчас лет? 15 почти. Почти 15 лет. А что это за училище? Чему там тебя будут учить? Ну, там получше образование. Специально. Специально. А какую специальность? Ты еще не знаешь? То есть тебя отправляют в училище, даже, ну, в принципе, не спросив твоего согласия, хочешь ты это, не хочешь уже, да? В 15 лет у тебя уже все это решилось автоматически. А ты тоже в училище отправлялся? Нет. Нет еще пока. Первый раз здесь, да? Второй. Второй? А у тебя что случилось? С матерью живу. Типа отказывается. Она от тебя отказывается? А почему?
Как почему? С отчимом характером не сошелся. А сколько тебе лет? 15-16. 16 лет уже скоро. Ну вот сейчас тебе 2 года до армии осталось. Как ты думаешь им продержаться-то? Работать пойду? У тебя есть специальность? Нет. А в школу ты ходишь? То есть ты не учишься, пока и не работаешь, да? А ты пробовал уже на работу устраиваться? Мгм. Ну, как берут? Ну, так, месяца 2 отработал. А потом что получается? Сокращение началось. И тебя с самого первого сократили. И все по новой у тебя начинается, да? Понятненько. Ну, вот скажите, здесь вот есть ребята совсем молодые, вы это уже по 15, по 16 лет. Вот вам, вы на них смотрите, вам их-то самих молоденьких не жалко? Конечно, жалко. Но у вас с ними как тут отношения складываются? Вы их не обижаете? Нет, наоборот. Ну, как вы считаете, почему сюда попадают ребята? Не учатся, дома не живут. Ну, это самая главная причина попасть Нет, или по подвалам вылавливают. по подвалу. Да, спят там ночью. А вот ты сам в подвалах ночевал? Нет? А кто-нибудь из вас ночевал в подвалах? Я Ничего. нет. Ты ночевал? Ну и что там в подвале? Подвальная жизнь она немножко отличается от того, что происходит на поверхности. Ну как, ничем не отличается. Там собираются вот твои одногодки, да? Ну, А что вас туда тянет? Просто вот необходимость, то, что больше некуда податься, да? Или просто какой-то интерес уже именно к той подвальной жизни? Она же, наверное, все-таки отличается. да, ничем не отличается. Ничем, да? Ну что на улице находишься, что в подвале, одно и то же. Ну интерес. Большая разница. В подвале там грязно, пыльно, а на улице дышать нечем. Я там один раз был в подвале. Мне понравилось. А родители ваши, они вот как к этому относятся, что вы сюда вот попадаете? Сами отправляют. Сами даже Некоторые, отправляют, да. да? Меня сначала даже не пускали сюда. Не пускали сначала? Не хотели А отдавать. теперь отправили? Нет, ну потом уже смирились. Ну что, есть надежда, что вы сюда 3-й раз попадете, нет? Я здесь первый раз. Первый? Ну, вот Сергей чуть задумался. Если вот сейчас на работу не возьмут, придется опять сюда, да? Ну, почему его здесь устроят на работу же? Строят? Ну, будет решать вопрос в отношении его. А вот скажи, много здесь девочек попадает сюда? Нормально. Нормально? Человек 5. Бывает Больше. постоянно. Ну вот сейчас я смотрю, сейчас мало вот вас здесь. А мы приезжали, когда раньше здесь побольше было народу. Это в среднем сколько здесь бывает так находится? Скажите, пожалуйста. 15 человек. 15 человек. Выполняемость у нас, да? И вот они постоянно меняются. Меняется постоянно. Вот, ребята, вам тут еще несколько дней осталось сидеть, а мы вот сейчас через несколько минут выйдем отсюда. Вот, пойдем в город. В городе, наверное, у вас есть друзья, родственники, близкие. Возможно, они будут смотреть нашу программу. Вот, может, что-то вы хотите им сказать? Нет. Тебе нечего никому сказать? Ни родителям, ни друзьям? Я не здесь живу. Мне тоже нечего. Вот сейчас передо мной написано правило поведения несовершеннолетних. И вот тут ряд обязанностей, что обязан делать человек, который попал в этот изолятор. Я не знаю, кто его составлял, как давно это составлялось. Ну, по-моему, это что-то уже... Да, я зачитаю только одно из положений. Во время сна не закрывать голову одеялом и руки держать поверх одеяла. Вот это обязан человек, который находится в этом изоляторе.